На прямой связи из США наш специальный корреспондент Иван Трушкин. Ажиотаж среди прессы великий, поэтому, к сожалению, Иван только по телефону. Вань, какова же реакция самого победителя? Трамп появился среди сторонников, когда все уже было окончательно ясно, и он объявил о том, что ему только что позвонила Хиллари Клинтон, признавшая свое поражение. А вот дальше была речь избранного президента. Я ее слушал, надо сказать, что пыла и задора, к которому мы у Трампа привыкли за кампанию, было гораздо меньше. Это была примирительная речь. Будущий 45-й президент Соединенных Штатов говорил, что время избирательной кампании, когда одни были против других, оно закончилось, время уже мириться, и надо строить Америку вместе. Теперь для Америки настало время объединиться демократам, республиканцам, независимым по всей стране и стать единым народом. Я обещаю, что буду служить каждому американцу и всей стране. Дальше был такой, я бы назвал это междусобойчиком, когда Трамп, что называется, вспомнил всех поименно видных деятелей республиканской партии, которые поддержали его во время кампании. Будем честны, было их немного. Наверное, самым известным для российской публики был бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которому теперь просят какое-то хорошее место в трамповском правительстве. Ну, а остальных, кто его не поддержал, Трамп великодушно простил. Выступал также и Майкл Пенс, новый вице-президент страны. Во время кампании он все-таки держался в тени первого номера. Ну, а теперь нужно запомнить это имя, как говорится. Это историческая ночь. Американский народ выразил свое мнение, и американский народ выбрал нового чемпиона. Америка выбрала нового президента. Ну, а в штабе Клинтон довольно... Алло. Дмитрий? Иван, что происходит в штабе Хиллари Клинтон? Как там отреагировали на победу соперника? У нас тут случилось чудо, и я вас вижу. Если вы меня видите, я тогда уберу телефон от уха. В штабе Клинтон настроения были уже после пары часов подсчета голосов совсем не такие веселые. Мы видели кадры оттуда. Люди сидели просто молча и не разговаривали. Или вовсе даже плакали. Все ожидали, что Хиллари Клинтон выйдет к своим сторонникам, чтобы сказать им какие-то благодарственные слова. Но нет, она не вышла. И это, конечно, огромный скандал здесь, в Америке. И многие политологи говорят, что Хиллари Клинтон еще дорого, что называется, заплатит, если она чего-то еще хочет добиться на политическом поприще. Но, может быть, просто Хиллари Клинтон физически не могла выйти. И вместо нее вышел глава ее избирательного штаба Джон Подеста, который произнес очень интересные слова. Ну, эти слова здесь толковали, мягко говоря, двояко. Мы по-прежнему подсчитываем голоса, и каждый голос должен быть учтен. Всем следует расходиться, немного поспать. Нам будет что сказать завтра. Эта речь Подесты очень озадачила все информационные каналы, потому что Клинтон не вышла, и Подеста говорит, что что-то будет сказано завтра, то есть об итогах голосования ни слова, мол, мы еще подумаем. И все решили, что, возможно, штаб Клинтон подумывает над тем, чтобы не признать итоги выборов. Это было примерно за 40 минут до того, как на сцене появился Трамп. И вот тогда уже выяснилось, что Хиллари Клинтон позвонила все-таки Дональду Трампу, и никакого экстраординарного события этой ночью с точки зрения принятия и непринятия итогов выборов не случится. Дмитрий. Иван, в Америке, да и в мире многие сомневались, что Трамп может победить. Как же ему это удалось? На что республиканец сделал ставку? И какие ключевые штаты проголосовали за него? Да, Трампу было важно не упустить республиканские штаты, плюс получить как можно больше так называемых спорных штатов, штатов-перевертышей, так называемых, где нет устоявшегося демократического республиканского большинства, и которые каждый раз голосуют по-разному. Но первым таким штатом была Флорида. Когда начался только первый час подсчета голосов, казалось, что Флорида уплывает к Клинтон. Она вела там с таким достойным преимуществом. Однако постепенно результаты Трампа и Клинтон во Флориде
равнялись. И в итоге, когда было подсчитано уже 96% голосов, Трамп лидировал с преимуществом где-то в процент. Это небольшое преимущество, но тем не менее Трампу хватило, чтобы получить этот очень важный штат, Флориду. Но точно так же получалось и с другими штатами. Трампу удалось взять Огайо. А известно, что за последние 60 лет ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов не удавалось захватить Белый дом, если он не брал Огайо. А Трамп как раз Огайо получил. Очень важным штатом была также Пенсильвания. Пенсильвания, там шли кандидаты буквально ноздря в ноздрю. Я наблюдал за подсчетом голосов, и когда были подсчитаны уже сотни тысяч голосов, разница между кандидатами составляла, только вдумайтесь, 18 голосов. Настолько долго Хиллари и Трамп шли вровень, но все-таки Трамп получил и этот штат. И получилось, что у него он сумел набрать больше 270 голосов выборщиков, которые как раз и необходимы для того, чтобы занять президентское кресло. Дмитрий. Но все же большинство влиятельных американских СМИ делали ставку на Клинтон и до последнего утверждали, что она победит. Что, они плохо считали? Иван, вы меня слышите? Но, видимо, проблемы со связью. Спасибо. В прямом эфире с последними данными о результатах голосования на выборах президента США был наш специальный корреспондент Иван Трушкин.